Добрый день, дорогие слушатели. Мы вместе с Усланом Джусоевым записываем подкаст. А, И сегодня мы будем говорить с ним о статье такого русского философа Цимбурского. Суслан, почему мы вдруг решили об этой теме поговорить с тобой? Добрый день, Алик. Мы с тобой об этой теме решили поговорить, потому что вот эта статья Цимбурского, которую ты сказал, которая называется «Две Осетии», она, на мой взгляд, является одной из лучших интерпретаций положения Осетии и осетинского общества в постсоветский период. Для меня, если честно, большая загадка, почему ей не уделяется должное внимание. Потому что ну, ничего равного этому в российской политической мысли, по крайней мере, я не встречал. А если брать вот именно интерпретаторов и аналитиков осетинского общества и осетинских перспектив, так скажем, в российском пространстве, то, наверное, вот помимо Вадима Цимбурского, который этой темой специально не занимался, я выделю еще Артура Цуцева. На мой взгляд, для меня вот это два крупнейших, скажем так, мыслителя по нашей осетинской тематике. Статья эта вышла в свет в 2001 году, и, безусловно, какие-то моменты, о которых писал тогда Цимбурский, они утратили свою актуальность, какие-то его прогнозы не оправдались, но тут имеет значение именно концепция и видение Цимбурским положения Осетии на Кавказе, положение Осетии в российском пространстве. И, на мой взгляд, оно вполне сохранило свою актуальность, и нам это надо знать. Речь идет о статье «Две Осетии». Да. В этой статье Цимбурский уделяет особое место именно государственности Осетии. Да. Объясни мне, пожалуйста, почему русский философ говорит о государственности Осетии и почему он не видит в этом каких-то угроз сепаратизма? Я тебя немного поправлю, Алик. Цимбурский, и это очень важно, он вообще был по своему базовому образованию лингвистом. Он был филолог-классик. Он изучал классические языки. И это не в последнюю очередь для меня составляет еще один такой фактор притягательности его личности, потому что, наверное, вот такое системное изучение языков, оно придает некой системности мышления. И он был в соавторстве со своим научным руководителем, тоже очень известным в свое время лингвистом Леонидом Гиндиным, автором книги «Гомер и история Восточного Средиземноморья». Вот мой интерес к Цимбурскому вообще вышел из моего интереса к Илиаде Гомера, потому что Цимбурский в этой книге, он сделал что? Помимо всего прочего, у второй книги Илиады есть приложение, это каталог кораблей. Это очень известное в европейской культуре явление, так скажем, где Гомер чуть ли там на по-моему, там 250 строк, где он описывает корабли Ахеян, которые приплыли для того, чтобы взять Трою. И Цимбурский, и Гомер там он описывает не только сами корабли, но и земли, откуда они приплыли. И Цимбурский вот на основании этого каталога кораблей он реконструировал, значит, карту актуальную тогдашнего Восточного Средиземноморья, и он в некоторой степени восстановил геополитику того времени. Это получилось очень интересно. И я сначала прочитал эту книгу, а потом, соответственно, перешел к его политической, скажем так, философии, когда я уже мог это делать, когда у меня было достаточно знаний для этого. А не видел он оснований для того, чтобы не ставить вопрос об осетинской государственности, потому что это был 2001 год, Алик. Он рассуждал на основе процессов, которые происходили в 90-х годах, когда происходила федерализация, и тогда слово «государственность» в отношении российских республик, оно не вызывало никакой такой острой реакции ни у кого. Вот сейчас мы видим, как фактически государство становится все более и более унитарным. Нас, осетин, башкир, татар, всех остальных нацменьшинств лишают рычагов управления собственными территориями. И от русского внешнего философа слышать о том, что государственность Осетии, она будет опорой России на Кавказе, немного удивительно. Он говорит, со стороны это может показаться, что он говорил о каких-то уже внешнеполитических связей, но если читать статью дальше, понятно, что он предполагал, что Осетия будет входить в состав России.
Цимбурский в своей статье использует даже не термин «государственность», он использует термин «доминион». Мгм. То есть он говорит, что Осетия могла бы стать государственностью доминионального типа и реальной опорой России в регионе. И я согласен с тобой, что удивительно даже не столько то, что Цимбурский ставит такой вопрос. «Две Осетии» на самом деле нельзя назвать статьей. Это такое полноценное политическое эссе, политико-философское, так скажем, Причем масштабная очень, да. довольно-таки объемное. И в принципе такой интерес российского, русского мыслителя к Осетии, он очень удивительный. Причем я вот хочу отдельно подчеркнуть, на мой взгляд, это сугубо мое личное мнение, но я думаю, что очень многие и в России его разделяют. Цимбурский был наиболее крупной фигурой в российской политической философии, постсоветского периода точно, если там не последних лет 50. И он, конечно, он рассматривал Осетию в российском контексте, естественно. Другого контекста у нас нет. Не может быть. Это, кстати, надо понимать, потому что когда мы на своем канале говорим о государственности Осетии, у нас сразу пытаются обвинить в том, что мы проявляем некий сепаратизм. Нет, Алик, государственность же не означает отдельного государства, такого отдельного этностейта. В Осетии, как и в других республиках в составе России, есть парламенты, есть государственные институты, есть там политические институты. Вот это имеется в виду под государственностью. Тут нужно четко понимать Но контекст. эту государственность в последние годы уничтожают. Она, скажем так, подвергается определенной эрозии. И, кстати, Цимбурский этот процесс тоже предвидел, потому что, как известно, вообще в мире все развивается циклично, и в истории в том числе. И он говорил, что вслед вот за такой федерализацией, суверенизацией 90-х годов в России обязательно наступит, по законам логики, по законам истории, наступит такая контрфедерализация и контрсуверенизация. В этом тоже ничего такого страшного я не вижу, если честно. Хорошо, тогда вот все-таки вернемся к самому Цимбурскому. Окей, как он видел, например, он же не мог предполагать, что Южная Осетия будет признана Россией как независимое государство. В этом эссе он этот вопрос не ставит, Алик. И надо понимать одну важную вещь, чем для меня это эссе очень ценно. Цимбурский не рассматривал Южную Осетию отдельно и Северную Осетию отдельной. Он рассматривал некий единый осетинский проект, то, каким бы он мог быть. И рассматривал он его в двух контекстах. Значит, первый контекст – это теория социальных систем Толкота Парсонса. Был такой выдающийся социолог, который, утверждал, что для того, чтобы социальная система нормально развивалась, суверенно развивалась, проявляла какой-то суверенитет, она должна в обязательном порядке исполнять 4 функции. Первая функция – это экономически адаптивная функция. Вторая функция – это функция политического целеполагания, то есть постановки каких-то целей, престижных целей. Третья функция – это функция интегративная, то есть функция управления. И четвертая функция – это функция культурная. Вот в контексте этих 4 функций он рассматривал Осетию, причем Север Осетии в 90-х годах, по мнению Цимбурского, с которым я опять же согласен, он больше олицетворял функцию интегративную, функцию управления. А юг Осетии, поскольку на юге тогда шла борьба за национальное самоопределение, юг олицетворял функцию такого высокого политического целеполагания. И он рассматривал некое напряжение между этими функциями, и как вот это напряжение было тогдашними осетинскими элитами, скажем так, интерпретировано. Это во-первых. И во-вторых, он рассматривал Осетию в общероссийском, общекавказском контексте. На Кавказе он тогда выделял 4 основные силы. Первая, конечно, была сама Россия. Причем Цимбурский подчеркивает, что поскольку государство тогда было довольно-таки слабым, не слабым, мы помним, какое это было время, то есть это распад Советского Союза, было сложное время. И по мнению Цимбурского, тогда вот многие на Кавказе, да и извне, они не совсем понимали, вектора российской политики, чего Россия хочет добиться. Второй силой он видел, как он называет, малые империи Грузии и Азербайджана. Третья сила это были как раз осетины в Южной Осетии, абхазы,
лезгины отчасти, то есть нации, этносы, которые пытались осуществить с разным успехом право на свое национальное самоопределение и неизбежно вступавшие в конфликт с малыми империями, значит, из предыдущего пункта. И четвертая сила – это были, скажем так, легитимистские режимы в северокавказских республиках, где, как известно, практически везде власть после Советского Союза сохранили бывшие номенклатуры, которые, собственно, они осуществляют такую функцию легитимности. Они хотели сохранить все, как оно есть. И тут, опять же, Север Осетии в лице Ахсарбека Галазова, Сергея Хитагурова. Это легитимисты? Легитимисты. Юг Осетии – это такие революционеры. То есть это люди, которые ставят какую-то сверхцель и ей следуют. Слушай, такой момент. А как же чеченцы? Он же, по-моему, через запятую говорил о Абхазии, Южной Осетии и о Чечне. Если ты помнишь, и, возможно, и слушатели наши помнят, то был тогда период, я уже не помню год, 92 или 93, когда Конфедерация народов Кавказа, знаменитая, которую тогда возглавлял, насколько я помню, Муса Шанибов. Который недавно умер. Рухсагват, о котором, кстати, Георгий Дерульгян написал, не о нем, а по мотивам бесед с ним он написал замечательную книгу «Адепт Бурди на Кавказе», которую я всем рекомендую настоятельно. Они тогда в какой-то момент требовали признания независимости, как ты говоришь, через запятую, там, Абхазии, Южной Осетии, Чечни, да. Потом эта позиция многократно корректировалась, но Чечню в данной степени в своем эссе Цимбурский не рассматривает, и он не объясняет почему, но я думаю, потому что Чечня ему была мало интересна. Мало интересно не потому, что осетины интереснее чеченцев, нет. Потому что чеченский проект, он был очень понятен. Чеченцы не были разделенным народом, там не было противостояния этих функций, о которых я говорил, не было там противостояния легитимистов и, условно, революционеров, не было этого интереса. Там был абсолютно понятный сецессионный, значит, сецессионистский проект. Да. Чечня – это единственная республика, где сельские мулы, в кавычках, просто вытеснили всех комсомольцев. Да, и кстати, это не тема, наверное, нашей беседы, но в книге, которую мы упомянули, Дерульгяна, про адепта Бурди на Кавказе, Дерульгян как раз этот процесс довольно-таки подробно рассматривает и анализирует причины того, почему это произошло. Тогда, возвращаясь к нам, получается, между югом и севером, по мнению Цимбурского, было напряжение. Юг – это национальные силы, революционные, которые хотят формировать национальное самосознание. Север – это легитимисты, бывшие партработники и комсомольцы, которые национальное самосознание для них это, второстепенная, третьестепенная. Я подкорректирую, я не совсем согласен с такой постановкой вопроса. Я не думаю, что там для того же Ахсарбека Галазова или Сергея Хитагурова национальная культура и национальное самосознание значили меньше, чем, скажем, для Алана Чочева или Олега Тезева. Вопрос стоял не так. Смотри, разделенным народом, к миру, были лезгины. И остаются до сих пор. Недавно ты замечательный подкаст записал на эту тематику, и, надеюсь, ты ее будешь продолжать. Но лезгины, они что в Дагестане, что в Азербайджане, они стали на одной позиции. Условно такой революционно-национальной. То есть они хотели и оттуда объединиться в единое какое-то пространство. А в Осетии возникла такая уникальная ситуация, которая была еще сильнее подсвечена потом, нападением ингушских формирований на пригородный район, когда установка на легитимизацию и на сохранность границ на севере, она натолкнулась на желание южных осетин осуществить развитие осетинской государственности, осуществить свое национальное самоопределение в Грузии. И с одной стороны, в этом было какое-то, на первый взгляд, неразрешимое противоречие для североосетинских элит тогдашних. То есть получается тогда как? И, кстати, грузины этот вопрос многократно ставили. Вы поддерживаете осетин на юге, которые хотят, от нас отделиться, но при этом тут, ингуши, а тут у вас другая позиция. И, по мнению Цимбурского, именно тогда осетинские элиты, они проявили какое-то, как он пишет,
впечатляющее чутье, и они вот из этого вызова, наоборот, они его использовали, этот вызов, для того, чтобы, значит, попытаться создать, как он пишет, комбинированную структуру более высокого порядка. То есть, если лезгины, например, они выступали против азербайджанской государственности на юге и не хотели встраиваться в Дагестанскую конфедерацию на севере, то есть лезгины хотели всегда обособиться. Кстати, очень часто лезгинам от этого и прилетает, от остальных дагестанцев, которые Ну, считают наверное, их да. националистами, потому что лезгины всегда со своим лезгинским флагом ходят и всегда говорят о Лезгинстане. Ну и почему у меня определенные симпатии к лезгинам. Осетины же на юге мы хотим отсоединиться от севера, От Грузии. ну, от севера Грузии, а Да. на севере Осетии мы хотим формировать единое вот, пространство со всеми национальностями, со всеми Да, территориями. да, да. И вот ты так иронично задал Да. этот вопрос, да, но никакой на самом деле иронии здесь нет. И вот в этом заключается суть и смысл вот того интересного осетинского проекта, того, чем Осетия могла бы стать в 90-е, чем она не стала. И Цимбурский об этом пишет, к сожалению. Сами обстоятельства, которые ты сейчас очень хорошо описал, они сложились таким образом, что если те же чеченцы, ну и другие национальные республики в составе России, они свою энергию направили на некую такую этническую суверенность, очень простую. То есть они хотели вот в этническом плане не то что обособиться, но обеспечить этнический суверенитет. То Осетия, она, значит, осуществляла суверенитет скорее территориальный. И Осетия в сравнении вот с другими аналогичными проектами, она уже ставила вопрос не об этнической нации, а о нации гражданской. То есть если поднять ну, прессу, документы тех времен, то там нередко можно услышать от первых лиц Северной Осетии того периода именно понятие граждане Осетии. То есть там уже шла речь о неком таком конструкте нации европейского типа, и я так подозреваю, что Цимбурского именно это и заинтересовало. Ну, факт, что во время нападения ингушских бандформирований на Осетию в борьбе против них участвовали там и кабардинцы, и армяне, и местные казаки, ну то есть все народы, и греки местные, которые живут на территории Осетии, да. Да, и вот та памятная конструкция, которую часто использовал тогдашний президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, многонациональный народ Северной Осетии, мы ее все помним, она на самом деле в качестве конструкта ну, помогла, скажем так, разрушить грузинскую аргументацию, о которой я говорил прежде. Когда Эдуард Шеварднадзе, допустим, говорил, почему это южным осетинам, значит, здесь можно, вы говорите, что можно, а ингушам, значит, на севере нельзя, то, насколько я помню, ему отвечал даже не Ахсарбек Галазов, а Сергей Тоболов, на обоих, к сожалению, уже нету с нами, Рухсагват Дуадар. Он говорил, что, простите, но у вас в Грузии получилось так, что национальное меньшинство, осетины и абхазы, вы довели ситуацию до того, что они были вынуждены, скажем так, восстать против вот вашего гнета. То есть вы остались в изоляции. А у нас ситуация, извините, она полностью противоположная. У нас тут не этнический какой-то национализм, у нас тут гражданская общность. Такая вот римская цивитас даже вот на территории Осетии. И одна его часть, ингушская, она выступила против всех остальных частей. И крыть это было абсолютно нечем. То есть это была прекрасная такая интеллектуальная находка, на мой взгляд, которая к тому же отражала реальное положение дел, потому что, Алик, заметь, вот в том же 92-м году в Северной Осетии был просто массовый наплыв беженцев. Не только из Южной Осетии, но и из внутренних районов Грузии, где против осетин проводились этнические чистки. Здесь, как мы знаем, в Северной Осетии живет грузинское население. И его никто не трогает. Никто его не... Сейчас вообще об этом вопрос не стоит. Но даже тогда, когда сюда приезжали обозленные, объективно обозленные люди, которых лишили всего из-за их осетинской национальности, они их не тронули. У нас тут ничего такого не было, к счастью. Слава богу. Ну, такой момент. Возвращаясь к Цимбурскому, ведь если подходить ближе к концу статьи, то фактически
Если в начале статьи он говорит о каком-то таком, скажем, насколько продвинута астинская элита, что Галазов и Хитагуров красиво провернули историю вокруг признания независимости Южной Осетии, то есть сначала они играли, что нет, мы не признаем, а потом вдруг хитро обошли всех, признали, то к концу статьи он говорит о том, что вся вот эта государственность Осетии, она просто сливается, причем сливается астинскими элитами, и, как мне кажется, он не то что говорит, что они сознательно сливают, а просто по уровню не тянут эту мысль. Ну, знаешь, как он пишет, что Остинам в некоторой степени не повезло. Но, конечно, этому вот условному невезению есть и объективное обоснование. Возможно, не хватило ресурса. Возможно, это тогда расходилось с некими установками федерального центра, но тогда же цель вот этого Остинского проекта, по мнению Цимбурского, она была артикулирована следующим образом. То есть это Осетия – это государственность главного Кавказского хребта и важнейший момент со своим силовым ресурсом. Алик, вот это самый важный момент, потому что он прямо пишет, что проект стал сворачиваться после того, как Северную Осетию этого ресурса Лишили, республиканской гвардии лишили. Да. И плюс такой момент. Мы все помним, что тогда и в Южной Осетии произошла некая такая тихая революция, если изначально во главе проекта Южно-Остинского, который был частью Остинского, общеостинского, стояло движение Адамун Нахас, то есть такие, опять же, условные революционеры, такие воины с оружием, то потом все это было в некоторой степени бюрократизировано. То есть там Алана Чочева, Олега Тезева сменил Людвиг Алексеевич Чибиров, который был выходцем из совершенно другой среды, был очень респектабельной фигурой, он был известен в академической среде, до сих пор известен, выдающийся наш ученый. И Цимбурский пишет, что тут вот как раз наложились на друг друга две функции. Функция вот интегративная, функция вот такого социального порядка, спокойствия, который изначально олицетворял Север Осетии. И функция политического целеполагания, которую изначально олицетворяли силы Адамун Нахас, которым это было более как бы к лицу, по мнению Цимбурского, но потом вот эти функции, они стали накладываться друг на друга, то есть одна функция начала поднимать под себя другую. Люди, которые осуществляли функцию интегративную, функцию легитимности, они попытались еще взять на себя и вторую функцию. По мнению Цимбурского, у них это не получилось. Не получилось, и вот вкупе с этим сворачиванием силового ресурса, который должен был сделать Осетию таким центром силы, альтернативным центром силы, наряду с Чечней, которая тогда была фактически, де-факто, там шли чеченские кампании, и это был такой региональный центр силы, которым она и остается по сей день. То есть Осетия, по мнению Цимбурского, она должна была стать таким вторым таким центром, но не стала. Вот по причинам, которые я описал. Но он еще писал, что если на севере, да, главная функция это была интегративная, то есть люди, которые хотели легитимизировать свою власть, то весь свой военный ресурс они использовали не для того, чтобы развивать государственность, а только для того, чтобы легитимизировать себя, зарабатывать еще больше денег, и эти заработанные деньги опять направлять на то, чтобы статус-кво ни в коем случае не менялся. То есть была задача законсервировать все, но ни в коем случае не дать развиваться, потому что в случае развития они уже не могли управлять ситуацией. Да. В случае, вот если бы эти две функции, постановка каких-то высоких политических целей и эффективное управление, если бы они гармонично сошлись, то, для ряда внешних игроков, это было бы неблагоприятно. А вот по мнению Цимбурского для Осетии, для России, это был бы довольно-таки благоприятный вариант. И он с искренним сожалением пишет, что он, к сожалению, вот на тот период тогда он не получился в 90-х годах. То есть, по мнению Цимбурского, в случае ослабления России, большой империи, да, которая вынуждена была бы на периферии немного отступать, Россию бы поддерживал, подхватывал какие-то функции Осетия, которая была бы региональным центром силы. В общем, с какими-то оговорками, наверное, так. То есть Цимбурский, он очень четко видит различие между Чечней и Осетией в этом плане.
что Осетия, она никогда не собиралась, не собирается и не будет собираться строить какой-то свой альтернативный проект, какой-то сецессионистский проект. Осетинский проект, он такой ирредентистский, он объединительный. То есть тут речь идет о том, чтобы две части Осетии, они были единым целым. То есть вот национальное, культурное, административное, территориальное единство Осетии, это вообще нужно понимать всем, оно составляет суть и смысл вообще нашего национального движения с момента его начала. То есть с начала там 20 века, с конца 19 века. И он именно хотел вот видеть Осетию такой государственностью доминионального типа со своим ресурсом, который в любом случае всегда был бы комплементарен К России. российскому. Да, Да. я думаю, что это очень такая правильная, перспективная идея. Цимбурского уже нет. К сожалению, да, Поэтому, он умер, да. извини, я тебя перебиваю, он болел, у него было онкологическое заболевание, и он, к сожалению, он вот умер через год после августовской войны в 2009 году. Смотри, он не смог проанализировать события 2008 года. Исходя из его статьи «Две Осетии», можем ли мы экстраполировать его взгляды и вот сейчас, в 2021 году, сказать, есть ли у нас шансы еще насчет вот такого формирования такой государственности, хотят ли осетины эти шансы реализовывать, насколько мы их осмысляем, да, и вообще есть ли у осетин такая элита, которая была способна на такие, скажем, на такую непростую реализацию? Прежде скажу, я вот в начале нашего разговора говорил о его, скажем так, филологическом наследии цимбурского, в книге Гомера «История Восточного Средиземноморья», но в политическом плане главное его наследие – это остров Россия. У него была такая концепция «Остров Россия». Я думаю, желающие смогут это посмотреть, мы не будем вот на этом отдельно останавливаться. И надо сказать, что Цимбурский он еще осовременил и вернул такой в активный дискурс широко распространенное понятие, особенно в так называемых евразийских кругах, понятие лимитрофа. Он много времени этому уделял, хотя в общем и целом к евразийству он относился с очень плохо скрываемой иронией, не разделял этой теории. Как и мы, в принципе. Да, что касается, на мой взгляд, я опять же, конечно, свое субъективное мнение выражаю, Цимбурский был филологом-классиком, и он был классическим человеком в каком плане? Он был человеком очень высокой культуры, он вот впитал в себя эту античную культуру, и изучение классических языков, оно накладывает на человека неизгладимый отпечаток, положительный отпечаток. Вот в нем он был. И всех наших евразийцев, там того же Дугина и прочих, на мой взгляд, он превосходил просто очень далеко там, в интеллектуальном, культурном плане. Я думаю, они это сами тоже прекрасно чувствовали и признавали. Что касается современности его взглядов, то Алик, в принципе, на мой взгляд, изучение каких-то текстов из прошлого, оно главным образом тем и ценно, что позволяет нам как-то по-другому посмотреть на нашу современность, эти взгляды экстраполировать. Что я хочу сказать в этом контексте, что Цимбурский сказал в этом контексте. Во-первых, нужно осетинским элитам Осетии, всякой социальной системе, которая хочет активно развиваться, вот эти две функции политического целеполагания и, скажем так, интегративного управления, то есть вот эту воду и пламень, их всегда нужно, скажем так, гармонизировать. То есть нам нужно ставить высокие цели. При этом эти цели должны быть рациональными. Вот если по-простому это объяснять. Но жить в пространстве, не генерируя никаких политических смыслов, не давая никаких политических импульсов, это, наверное, не совсем соответствует нашим интересам как нации. Тем более, что у нас на юге Осетии здесь государственность есть и в России, в составе России. Там мы имеем частично признанное государство, которое признано Россией главным образом. И мы эти высокие цели ставить обязаны. То есть иначе, вот если эти цели не ставить, если к ним не стремиться, то неизбежно наступает кризис смыслов, неизбежно наступает некий кризис идентичности, когда люди перестают понимать, кто мы, что мы, зачем мы вообще вот все это делаем. И наступает некая демотивация, в
том числе, потому что у нас любят Такой вопрос: наступает или уже наступило? наступило, это тут субъективные мнения, каждый может на этот вопрос... Не, просто ты помнишь, за последние 20 лет остинскими политическими элитами, если их так можно назвать, были ли сформулированы хоть какие-то смыслы? Какие-то смыслы, наверное, были сформулированы, Алик, это предмет отдельного разговора все-таки, но, наверное, они не были совсем достаточными. Еще и в том плане, что вообще вот у нашей публики, так скажем, есть такая вредная привычка рассматривать дела Осетии в некоем вакууме, как будто мы существуем в безвоздушном пространстве, вокруг нас ничего не происходит. А вокруг нас происходят процессы, и всегда это нужно учитывать. Мы живем в такой конкурентной среде, и в этой конкурентной среде нам надо быть сильными. Надо быть сильными. А чтобы быть сильными, вот как раз нужно иметь целеполагание, то есть нужно ставить цель высокую и очень рационально и прагматично ее реализовывать. Иначе вот наступает то, о чем вот я до этого и говорил. И Цимбурский, вот он этот процесс на примере Осетии, Северной Осетии, второй половине 90-х годов, он описывает с некой горечью. И второй момент, я убежден в том, и Вадим Цимбурский об этом писал, что право на такое политическое целеполагание у Осетии есть. Это нужно, думаю, понять всем. Мы имеем право на политическое целеполагание, у нас есть государство на юге, и мы должны эти цели ставить, и мы должны вот той территорией, которая у нас есть, эффективно управлять, потому что, по моему глубокому убеждению, вот эта ситуация, когда у нас есть государственность на юге, на севере, да, она в некотором плане сохраняет нашу разделенность. Я бы хотел, конечно, видеть границу между югом и севером более прозрачной, точнее, я бы хотел эту границу видеть на границе Южной Осетии и Грузии. То есть, вот там она должна быть, по идее. И в этом плане нынешнюю степень взаимной интегрированности, нынешнюю степень интеграции Осетии я не считаю достаточной. Ситуация должна быть такой, что обе части Единой Осетии, исходя из реального положения дел, раз уж мы находимся в том положении, в котором мы находимся, они должны быть реальным ресурсом друг для друга. Южная Осетия является ресурсом для Северной Осетии. Северная Осетия является ресурсом для Южной Осетии. И вот этот потенциал политический, если хотите, можете назвать его лоббистским, он у нас должен быть одним. Когда-то он был одним, когда парламентарии Северной Осетии признавали независимость Южной Осетии в обход Кремля. Но сейчас ситуация такая, как я ее вижу. У нас есть власти на юге Осетии, у которых главная задача – это отказаться от государственности и войти в состав России. Причем, почему надо войти в состав России, объясняется не только тем, что в случае чего нас защитят, но и тем, что у нас нет ипотеки. Да, оказывается, механизмы ипотеки без вхождения в состав России вести нельзя. У нас есть на севере власти, которые не готовы бороться за сохранение у региона каких-то рычагов управления, которые готовы их сдавать направо-налево, отказываться от статуса президента, отказываться от выборов, отказываться от конституционных судов, отказываться от собственной конституции. Понимаешь, мне это напоминает позицию человека, которому в руки дают золото, да, вот такой золотой кусок, а он с ним не знает делать, пугается и выбрасывает его. И в этих условиях эти надежды Цимбурского на Остин, что мы способны построить какую-то государственность, быть каким-то центром силы, мне кажется, что мы не хотим быть центром силы. И это не претензия не только к политическим элитам. На самом деле, если в среднем взять осетин, то осетины не хотят брать на себя эту цель. И опять же, ты очень верно сказал, что это связано и с тем, что люди не понимают, где они живут. Средний осетин ничего не знает о том, что творится в ингушском мире, в войнахском мире. Средний осетин не понимает, чем живут адыги и черкесы. Средний владикавказянин бывает чаще в Москве, чем в Ордоне.
Понимаешь, мы живем в каком-то бинарном мире, где ты все пространство России ты оцениваешь только через Москву. Туда попасть через Москву, сюда попасть через Москву. В Нальчик не ездим. В Магаз понятно почему, и особо причин, наверное, ехать нет, но Нальчик. Да, то есть у нас нету какого-то ощущения объема пространства, в котором мы живем. И вот в этих условиях, как это напоминает нашего паренька такого на районе, который живет на районе, ни с кем не общается, никого не знает. И вот как этот парень может выстроить коммуникацию со всем остальным регионом и быть центром силы, если он даже не хочет узнать, кто живет рядом. Это сейчас не претензия только к осетинам, это в том числе и других регионов касается, потому что мы все, если раньше мы жили, знаешь, как в поселке, где каждый друг друга знает, и у каждого есть друг друга взаимоотношения, то сейчас же мы живем в панельной девятиэтажке, где один сосед не знает другого. Понимаешь, и парадная подъезда, она очень грязная. Ну, то, что ты описал вот во второй части твоего тезиса, так скажем, это некий провинциализм, да, он присутствует, он есть, с этим нужно работать, и не секрет, что это не только Остин касается. Вот ситуация, которую ты описал, она же касается не только Остин, это часть такой нынешней общероссийской реальности, и не только Остины, но я думаю, что те же там наши друзья кабардинцы, балкарцы, чеченцы, там аварцы, карачаевцы, черкесы, те же ингуши, они узнают о существовании других кавказцев, активно узнают о существовании других, да, когда они вот поступают в московские вузы. И в этом плане, конечно, я думаю, что межрегиональные связи, они должны укрепляться. Более того, лично мне, например, кавказский контекст очень интересен. Очень интересен. И тут опять же все упирается во многие обстоятельства, но я думаю, что в Осетии, если уж мы на что-то претендуем, обязательно должен быть какой-то центр изучения Кавказа, должны быть люди, которые владеют языками, самое главное. То есть должны быть, как говорится, специально обученные люди, которые владеют адыгскими языками, чеченским, ингушским, и которые, значит, изучают ситуацию в этих республиках, поддерживают контакты, общаются и так далее. Такой центр бы, конечно, на шаг бы приблизил нас к тому, чтобы стать центром силы. Знаешь как, об этом можно рассуждать и вот в контексте вот этой престижной цели, о которой ты говоришь, Да. центра силы, но это то, что называется вопрос здравого смысла. То есть это и помимо этого имеет очень большой смысл. Нужно понимать пространство, в котором ты живешь, чтобы всякий раз тебя какие-то события не заставали врасплох. Это позволяет в некоторой степени предугадывать события и немного просчитывать вперед. Что касается того, что ты говорил в начале, время покажет, Алик, тут я не буду ничего комментировать, в некоторой степени с моей стороны это и некорректно было бы. Посмотрим. В любом случае, я в этом плане настроен очень оптимистично. Я думаю, что у нас какие-то цели должны быть, и мы должны при этом очень рационально, прагматично оценивать свои ресурсы. Вот это то, чего в широком смысле остинам, как и всем малым народам, наверное, не хватает. Но за другие народы, пусть говорят их представители, меня эта ситуация часто раздражает, потому что мы все-таки народ с такой довольно-таки интересной древней культурной и государственной историей, и мы должны понимать, что нужно быть рациональными, нужно быть прагматичными, и когда мы начинаем говорить о каких-то глобальных делах, на которые якобы Осетия там как-то влияет, да, то нужно всем понимать, что такую большую политику делают большие государства, большие игроки, у которых есть для этого большой ресурс. А у нас есть тот ресурс, который у нас есть, не больше и не меньше, и нужно работать с ним. Короче, надо в регионе разобраться, да, прежде чем задаваться вопросами о том, кто там стоит за Байденом. Абсолютно, абсолютно, потому что кто стоит за Байденом, я подозреваю, что остинские комментаторы никогда не узнают, чтобы они там о себе не думали. Они уже знают. Наверное, тут не буду спорить, я с ними вообще никогда и не спорю обычно. Дорогие слушатели и зрители, этот наш с Сусланом подкаст, это скорее ознакомительный, чтобы вы в рамках прослушанного еще ознакомились с материалами Цимбурского, Дерлугяна и других людей, которых мы назвали, чтобы вы были в контексте наших последующих подкастов по этой теме. Поэтому с большим удовольствием будем читать ваши комментарии, ваши мысли по этой теме. И
Пожалуйста, если вы все-таки прочитаете статью «Две Осетии Цимбурского», ваши краткие комментарии, характеристики, интересные фрагменты из нее, потому что она для Осетии очень важна, и мы будем ее обсуждать очень долго и методично. Да, и что хочу еще добавить, в этом эссе, опять же, ты назвал статью, это Да, скорее эссе, эссе, да. это эссе, очень хорошее эссе, очень интересное эссе. Там также дан очень интересный анализ того, что Цимбурский называет осетинской историософией, то есть осетинским взглядом на историю. И он сравнивает его с грузинским пониманием и чувством истории и реальности. Это очень интересный анализ, но я думаю, если это будет интересно, это предмет какого-то другого отдельного разговора, потому что это немного вне темы, которую мы сейчас обсуждаем. Но в эссе это содержится. Да. Значит, в следующем подкасте мы обсудим. Если это будет интересно, спасибо за беседу. Всего хорошего.